Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие минуты, часы и дни? Что судьба для вас готовит? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вас сюрприз ждет. Большой сюрприз. Смотрите, огромная коробка. И вам эту коробку вот из рук в руки передают. Да, сюрприз. Вы получите большой сюрприз. Возможно, это что-то материальное, да, что можно и пощупать, и потрогать, и посчитать. А возможно, это что-то и нематериальное, что не меньше вас удивит и не меньше порадует. У вас такое настроение прекрасное. Даже если что-то болело, либо за что-то переживали, либо пасмурное такое настроение было, сразу в моменте все меняется. Прям порадуетесь, прям удивитесь, прям так приятненько вам будет, как будто бы тепло вот радости растекается по всему телу. Да, человек действительно угодит вам этим подарком, этим сюрпризом, действительно сможет и удивить, и порадовать. Хороший момент, мне очень нравится. Дальше, вот здесь куницу показали. И эта куница охотится за кем-то. Куницами обычно показывают людей справедливых, честных, но при этом опасных. Да? Нельзя такому человеку переходить дорогу. А вот здесь так и показано, кто-то глупый перешел дорогу этой куницы. И эта куница прям взяла след. И я вам так скажу, этот глупый человек вам тоже палки в колеса вставлял, либо раздражал вас, либо как-то вам мешал. Вот сейчас этот человек отдаляется от вас, пытается бежать от куницы, прячется, и ничего ему не помогает, либо ей ничего не помогает. И я думаю, там не сладко придется этому человеку. Да. Дурной человек не будет вас беспокоить в ближайшее время. Возможно, в принципе, больше никогда вас не побеспокоит, потому что кому-то очень крутому и сильному, принципиальному перешел дорогу. Дальше, с правой стороны. Здесь какой-то человек, который очень долго лежал, причем лежал на спине. Может, ленился, может быть, болел. Да? Тоже может быть, что человек болел, плохо себя чувствовал. Вы знаете, как будто бы на ножке вот прям встанет, как прыгнет, да, с лежачего положения, да, ровно на ноги. И как начнет бурную деятельность разводить, да, все будут в шоке, все скажут, как такое может быть? Еще вот минуту назад лежал просто вот солдатиком, да, а тут смотрите, какую бурную деятельность развел. Да, у человека либо приплыв энергии, либо боль отпустит, да, болезнь отпустит. И человек вот прям бегом вот что-то делать, чего-то добиваться, какую-то работу брать, как суета даже какая-то пойдет. Да, интересно показали. Но это хорошо, потому что когда ленится, либо болеет человек, это всегда плохо. Вот с правой стороны, даже, возможно, этот человек не только свою работу переделает, но и вам в чем-то будет помогать, да, станет вашим помощником, вашей радостью, вашей отрадой, в конце концов. Да, такой неплохой момент. Дальше. Вот здесь вы кому-то кулак показываете. Причем так конкретно показываете. Человек пятится от вас, назад пятится, да. Кому-то будете либо грозить, либо угрожать. А может, в принципе, покажете свои намерения и скажете, вот не лезь. Не лезь, иначе буду драться, иначе по зубам получишь, иначе по шапке дам. Да? Вот как-то вы прям так резко кулак показываете, с наскоку показываете, а человек в шоке пятится, как будто бы рак какой-то. Напугаете, да, вы напугаете этого человека. Человек от вас явно такого не ждет. Может, человек за ваш счет решил посамоутверждаться, а вы тут раз и кулак ему показываете, прям в нос показываете. Да, испугаете.
приведете в чувство, на место поставите, границы обозначите. Ну да, умение постоять за себя – это очень важное умение. Дальше у вас здесь такая маленькая корова, теленок, да? Не корова, а теленок. Теленок, который вот сам по себе. Что-то очень перспективное, очень денежное, очень многообещающее. И никто пока не взял этого теленка к себе. Вам этот теленок тоже попадется. Долго не думайте, беритесь за этого теленка, забирайте его себе. Возможно, это какая-то работа за хорошее вознаграждение, возможно, подработка. Возможно, это даже какой-то вид бизнеса, которым люди еще особо не занимаются, либо мало кто знает. Но вот если вы этого теленка заберете, вырастет огромная корова. А корова – это достаток. Корова – это всегда хорошо. Это и мясо, и молоко. Да, так что точно берите. Бесхозный теленок ходит сам по себе. Может, какие-то вакансии найдете. Может быть, услышите про какую-то подработку. Может быть, даже столкнетесь с тем, что кто-то обучает бизнесу. Да, бизнес, который действительно деньги приносит. Там набирают этих студентов, либо набирают помощников, да, фрилансеров, например. Почему бы и нет? Хороший теленок, здоровый, красивый. Ну, только что маленький, он же вырастет. Конечно, вырастет и превратится в огромную корову, либо даже в быка превратится. Берите, 100% берите. Так, вот тут у нас овца. Нет, это не овца, это волк в овечьей шкуре. Знаете, что человек, актер, человек мастерски влился в эту роль овечки, но перебарщивает немножко. Прям видно будет, что из-под овечьей шкуры торчат волчьи уши, волчья морда, там зубы, острые клыки. И человек перебарщивает. Вы знаете, другие не видят, а вы ведь все замечаете. Вот сможете разоблачить человека, который овцой прикидывается, кто на самом деле волком является. И именно вы это увидите. Никто другой этого видеть не будет. Причем не видит категорически человек, да, что перед ним ряженый. А вы увидите. Вам достаточно одного взгляда, чтобы это увидеть. Я вижу, что вы каких-то людей предупредите. Люди вам, конечно же, не поверят. Но потом, буквально там, через несколько часов, либо через несколько дней, эти люди даже вот с благодарностью, с поклоном и даже с каким-то подарком будут на вашем пороге. И будут прям вас хвалить, и будут говорить, что ой, спасибо, что предупредила. Да, действительно, это был волк, ряженый волк. А мы такие глупенькие, не видели, и еще и тебе не хотели верить. Но вот слава Богу, что ты нас предупредила, либо предупредил. И вот мы спаслись, да, мы смогли вовремя как-то там разоблачить этого волка, да, не стать жертвами этого волка. Но вот все-таки эти люди как-то спасутся, да, но опять же благодаря вашей помощи. Дальше показывают встречу. Встреча у вас, скорее всего, будет случайной. Для вас случайной 100%. А для других людей, как будто бы они вас поджидали. Очень похоже на какую-то провокацию. Да? Люди могут разыграть сценку того, что они там вместе, что они пара, что они встречаются, что они там, не знаю, женятся, что они там делают, что они богатые, что у них денег много, да, вот как не розыгрыш, а постановка, да, постановка идет для вас. Значит, не обращайте внимания, скорее всего, либо бывшая, либо бывший кого-то подговорила, чтобы перед вами покрасоваться, чтобы свою эту статусность в ваших глазах поднять, чтобы вы увидели, какую ценность вы потеряли. А вы не обращаете внимания, потому что это все наиграно, все не настоящее, не все является тем, чем кажется. Да, может, вы знаете, может, вы слышали, что у вашего бывшего либо бывшей прям все очень плохо. Вот. Но тут провокация специально, чтобы либо вам насолить, либо чтобы вы там опомнились, да, человека начали возвращать, там, либо просить обратно вернуться. Вот такой розыгрыш идет, да, такая постановка. У кого-то, значит, и не встреча будет, у кого-то, возможно, вам на глаза попадется там какой-то пост в соцсетях от вашего бывшего, либо бывшей, типа там пара, там красивые, счастливые, влюбленные. Это, опять же, все не настоящее, это показуха именно для вас сделана. Дальше. Какие-то петли,
петли. Будете на кого-то накидывать петли, как кого-то нужно заарканить, как кого-то подрядить, либо заставить поработать на себя, либо на реализацию ваших планов. Вы знаете, это на самом деле очень тяжело. Очень тяжело, потому что там такой человек, круть-верть, попробуй еще и поймай. Но с другой стороны, вы не сдавайтесь, вы продолжайте, вы действуете. Вот одна из петель точно попадет. Тут знаете как? Вам нужно будет проявить терпение. Вот, терпение – ключевое слово. Не сдавайтесь. Не получается с первого раза, ничего страшного. Со второго получится, с третьего. Да даже если из шестого, не страшно. Главное, что я вижу, что вы успеха добьетесь. Одна из петель попадет. Вот. И вот человек уже не отвертится. Придется этому человеку на вас поработать, либо для вас что-то сделать. Добьетесь. Упорство и труд, да, правильно, все перетрут. Вот не забывайте эту прекрасную пословицу, либо поговорку. Здесь, вижу, получится. Прямо залезьте на спину этого человека. И в петлю человек голову просунул. Но попыток будет несколько. Не отчаивайтесь, все будет хорошо. Дальше. Вот здесь какие-то люди голосуют. Как-то, знаете, руками машут в вашу сторону. То ли какая-то встреча неожиданная, приятная произойдет. Допустим, вы где-то в городе по делам, либо просто из дома вышли, там, не знаю, в булочную, и встретите каких-то очень приятных двух людей. Вы знаете, встреча такая неожиданная, но прям как станете, как начнете обо всем на свете говорить, так можете простоять и час, а может даже и 1,5 часа. Вообще не будете замечать, как время уходит. Прям совсем не замечаете. Так легко вы общаетесь, так интересно вам общаться. То есть вы одна либо один, а здесь 2 человека, значит, стоят. Обо всем на свете поговорите, и друг другу будете, все друг другу будут рады. Да, хороший знак. Дальше. Вот тут дети показаны. Вы для детей что-то сможете выбить, добиться чего-то для своих детей. Лучших условий, лучшего преподавателя, какие-то, может быть, курсы, льготные курсы, может быть, даже какие-то, как это называется, пособия, может быть, даже, да, вот какую-то мат-поддержку можете добиться. Но вот вижу, что с собой будете очень довольны. Довольны для детей, вы сделали все, что могли, даже больше, чем могли, вот вы это сделаете для своих деток. Хороший знак, прям очень приятный. Дальше. Здесь вот всадник показан. Всадник, у всадника, видите, сердце очень громко бьется в вашу сторону. У кого-то встреча с любимым, либо приезд любимого, либо свидание с любимым, либо у кого-то отыграется, что человек, возможно, ваш тайный поклонник, да, но он не сможет скрыть своих чувств. А вот этот момент, когда вы видите друг друга, там по человеку будет видно, да, что человек влюблен, что человек вам очень рад, да, вот не может скрыть. Может, он приехал, либо вот-вот вернется из командировки. Может, там несколько дней не виделись, и тут увидитесь. Там все понятно будет. Но если это ваш мужчина, то здесь прямо и обнимашки, и поцелуи, и классное время вдвоем у вас идет. Кстати, у кого-то еще может быть и посыльный, да, посыльный, который вам везет чьи-то чувства, чью-то любовь везет. Да, человек, может быть, далеко от вас, там весточку передал, посылочку передал, там какой-то подарочек передал, даже такое может быть. Тогда это будет курьер-посыльный, да, кто вам завезет, отдаст. Дальше, мои хорошие, вот здесь какой-то бутон вот-вот готовится распуститься, расцвести. Цветочек какой-то. Закрытый в бутоне. Бутон очень плотный такой, прям, знаете, крепко держится. Я так понимаю, что вы ждете, когда же он зацветет. На самом деле не форсируйте события, все должно случиться ровно так, как должно случиться. Вижу, что от этого цветения вы получите очень много радости, да, вот прям радость мне идет от того, что этот цветочек зацвел. Может, это действительно какое-то радостное мероприятие, либо радостное событие, которое вы ждете, там денечки вычеркиваете в календаре, считаете. Может, у вас какой-то редкий цветочек, да, и вот он должен зацвести, и вы все ждете, когда же этот цветочек появится. Вернее, когда же бутончик раскроется. Вот будет.
Будет в ближайшие 2-3 дня, точно будет. То есть вы дождетесь этого. Хороший знак. Дальше показывает человека, который как магию создает. Что-то вот с магией связано, как волшебник, волшебница. Возможно, кто-то для вас что-то сделает, да, какой-то обряд проведет, ритуал. Ну, либо просто помолится за вас человек. Это тоже как магический обряд. А может быть, вы по чему-то научению что-то проведете. Тем более у нас новолуние, да, вот как бы очень хорошо проводить обряды на рост, на деньги, на благополучие, на встречу с любимым. Вот, возможно, да. Я вижу, что после этого события, после этой ситуации у вас прямо настроение хорошее, и вот как что-то решается, и что-то получается. У вас такой шок, вы такая, ничего себе, оно так быстро сработало, так быстро все получилось. Вам и сложно в это поверить, но вот факт есть факт, да, это уже происходит. То есть какая-то моментальная отдача, моментальный результат идет. Даже если это просто шепоток, да, шепоток там, не знаю, на везение, либо на удачу, чтобы дорога была легкая. Вот вы это делаете, буквально оно сразу же сбывается. Либо кто-то для вас проводит, и оно сбывается. У кого-то еще отыграется, что встреча с человеком, который, допустим, там, не знаю, гадает, да, либо ясновидением обладает. И человек вам может сказать такие вот вещи, от которых у вас волосы на голове зашевелятся, и что-то хорошее, что тоже сбудется максимально быстро. Вот прям впечатлитесь очень сильно, такой прям сильный знак. И еще, вот здесь конь, но у коня шея, как у жирафа. Либо вы куда-то поедете, и дорога сама по себе по времени задержится, либо это кто-то из ваших близких куда-то едет, и дорога максимально там прям задерживается, да? Долго придется ждать, либо сложно будет там, ну не знаю, с транспортом, допустим, там пробки могут быть. Вот, вы к этому должны быть морально готовы. Да, все может случиться. Плохого не вижу. Вижу нервы и вижу переживания, потому что вот должны были справиться там за час, а все растянулось на 5 часов. Да? Либо человек за сутки должен был поехать и вернуться, а человека задержали. Да? Либо у человека такая возникла необходимость задержаться, либо там билетов нет, и нужно там на несколько дней задержаться. Да? Потому что у коня шея, как у жирафа, да, показана. Так, с правой стороны. Ну, здесь лебедь показан красивый. И человек, который лебедя пытается спрятать, закрыть, ревнует, наверное, да, вот кто в паре, кто в браке, столкнетесь с тем, что ваш спутник, либо ваша спутница, ваш суженый, суженая буквально не выпускает вас из дома и говорит, ты слишком там нарядно одета, да, ты слишком там открыта, ты слишком красив, да, иди умойся, смой макияж, либо там взлохмать себе голову, там, не знаю, там духи, может быть, какие-то не используй. То есть буквально человек пытается вас спрятать, потому что вы его лебедь, да, прекрасный лебедь. И человек боится вас потерять и ревнует вас, да, вот как не выпускает, прячет от всего мира. То есть, в принципе, забавно, но с другой стороны, ревность это, ну, не шутка, да. Ревность, она может значительно повредить отношениям. И опять же, сами знаете, да, лучше как-то поговорить, обсудить, что мы живем в современном мире, что все так одеваются, все так выглядят, людей встречают по одежке. Да, вот есть же эта пословица: встречают по одежке, провожают по уму. Вот, вам нужно хорошо выглядеть. Почему вы должны быть хуже всех? И опять же, это же самооценка человека, который ревнует. Значит, человек себя недооценивает. Да? Вот, поговорите об этом, это важно. Спорить, ругаться не надо, а поговорить и нужно, и можно. Еще деньги показаны. Вы деньги как будто бы из кармана в карман перекладываете. Возможно, вы кому-то будете давать деньги, а возможно, вы будете получать деньги и тут же их отдавать, да, на что-то тратить, либо во что-то вкладываться, что-то оплачивать. Ну, главное, ключевое, что вы получаете, да, и то, что вы можете быть платежеспособны. Если вы кому-то будете материально помогать, ну, значит, человек нуждается, и вы не можете поступить по-другому. То есть, все-таки, да, это благородно. Дальше показана бабочка. У бабочки очень красивые крылья, но эта бабочка, она...
но слишком легкая, да, слишком такая беззаботная. Возможно, вы встретитесь с человеком, либо познакомитесь с человеком, который буквально, ну вот, как-то вот не обращая внимания, что вы там замужем, либо что у вас парень есть, либо там невеста есть, да, будет предлагать вам отношения, буквально вас вот в танце кружить. И что бы вы ни говорили, человек вообще ничего не хочет слушать, да, человек буквально наслаждается здесь и сейчас, да, живет одним днем. Да, симпатичный человек, да, интересный, но, понимаете, так и будет всю жизнь бабочкой порхать по жизни, и ну, какая-то такая жизнь, знаете, пустая идет, да, ничего материального нет, ничего серьезного нет, только лишь развлечения на уме. Так, еще мне показывают какую-то попойку. Люди могут собраться, что-то отметить, либо просто, знаете, для настроения, да, какие-то коктейли, может быть, там с подружками зайдете в бар, либо в кафе в какой-то, да, где вот коктейли подаются. Будьте поосторожнее, потому что там, где чуть-чуть, там может быть и много. Сами не заметите, как примете больше нормы. И ну, как на следующий день, да, на утро может голова быть ватной, болеть. И такое состояние, знаете, разбитости может быть. Если у вас предстоят какие-то важные встречи, дела, какие-то ну, обязанности, да, очень серьезные и важные, тогда лучше себя поберегите и воздержитесь. В принципе, лучше тогда не идти, потому что все равно подружки уговорят, да, либо друзья уговорят. То же самое, если ваш муж либо парень говорит, я там с парнями встречусь, да, с друзьями встречусь, лучше либо не пускать, ну, серьезно с ним поговорить и сказать, у тебя там поездка запланирована, зачем тебе это надо? Даже если ты откажешься, они же тебя уговорят, а там, где чуть-чуть, там будет много, и потом будут неприятные последствия, лучше, конечно, этого избежать, да, лучше ложись раньше спать, выспишься, хорошо себя будешь чувствовать, да, и проблем у тебя не будет. Ну вот здесь именно с левой стороны, да, вот какой-то неожиданный эффект. То есть вы думаете, ну я что там, 2 коктейля выпила, ну неужели у меня будет такое сильное похмелье? Да, будет. И будет, наверное, посильнее, чем от чистого продукта и в больших объемах. Ну, как-то так информацию предупреждают, да, показывают, предупреждают. Вы можете этого избежать, вы должны этого избежать. И это будет хорошо, если избежите. А если не избежите, то будут последствия, да. Именно так показали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.